Сход сели в Рицинском реликтовом национальном парке, повышение уровня воды в реке Псоу. Сход сели в Рицинском реликтовом национальном парке, повышение уровня воды в реке Псоу, повлекшее подтопление автостоянки у госграницы, части сел и частных участков, поваленные деревья в сердце курорта Гагре и отсутствие связи в детском лагере Апсар в Аватхаре. Все это последствия грозового фронта, обрушившегося на Абхазию этой ночью. По данным МЧС республики, пострадавших в результате стихийного бедствия нет. Короче, тарзанки больше нет. Рицинский нацпарк был закрыт с самого утра пятницы из-за схода селя в районе Голубого озера. Мощный поток перекрыл дорогу, снес автомобили, повредил дорожную инфраструктуру. По сообщениям наших коллег из информагентства «Спутник Абхазия», на место оперативно выехали сотрудники парка и экстренных служб. Расчистить территорию планировалось в течение дня. Позже стало известно, что из-за резко поднявшегося уровня воды в реке Псоу подтопило несколько близ расположенных сел. Сотрудники экстренных ведомств проинформировали, что работа КПП продолжилась в штатном режиме, а сотрудники местной администрации и МЧС незамедлительно были направлены на место происшествия. С детским лагерем Апсар, расположенным на Аватхаре, была утрачена связь. Однако, как сообщили в МЧС республики, ведомству удалось связаться с лагерем. Происшествий зафиксировано не было, и детям ничего не угрожало. Позднее в социальных сетях Рицинского парка появилась дополнительная информация. У нас в лагере все хорошо, дети чувствуют себя прекрасно, настроение у всех хорошее, погодка наладилась. У нас был тут дождь достаточно сильный, но никакой опасности, ничего угрожающего жизни и здоровью детей погоды не было. Так что за нас не беспокойтесь, в лагере все в штатном режиме, дети продолжают отдыхать. Президент Бадра Гунба был оперативно проинформирован об ущербе, нанесенном мобильными дождями. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. На место происшествия в Гагарский район по поручению президента был направлен премьер-министр Владимир Делба для непосредственного ознакомления с ситуацией и выработки предложений по ликвидации последствий стихии. В комментарии для нашего телеканала премьер-министр отметил, что уже к обеденному времени дорога на Рицинский парк была почти полностью расчищена. В данный момент ситуация стабилизирована, дорога уже расчищена, открыто движение. Пострадавших нет, все экстренные службы, соответственно, задействованы. Руководство Рицинского реликтового национального парка, обычные граждане, которые приходят, помогают. Восстановлена сотовая связь после того, как расчистят до конца дорогу, энергетики возьмутся за свою работу. Так что в настоящее время ликвидация идет в ускоренном режиме и очень надеемся, что все восстановится в ближайшие часы. Владимир Делба также отметил, что все экстренные службы и ведомства находятся на месте происшествия. Работа по ликвидации последствий стихийного бедствия ведется в ускоренном режиме. Рада Чачава, Абаза ТВ.